И последняя. Победой завершилась московская поездка воспитанников отделения спортивного танца «Диаданс» из Мирного. С 15 по 27 октября в Белокаменной проходила серия соревнований российского и международного уровней. Якутию на паркете представляли сильнейшие пары из Якутска, Ленска и других городов. Однако самым результативным оказалось выступление дуэтов из Мирного. С чемпионами встретилась Наталья Николаева. У наших дуэтов была возможность попробовать свои силы в 10 столичных соревнованиях. В общей сложности им пришлось выступать в 80 различных дисциплинах. Очень успешными для наших пар стали соревнования российского уровня, где 20 раз мирнинские звезды поднимались на первую ступень пьедестала почета. Самые взрослые дуэты в категории 14-15 лет Алексей Поцелов, Елена Новицкая, Захар Скрыльник и Полина Бархатова сразу по итогам отборочных туров вышли в финал и составили серьезную конкуренцию спортсменов из ведущих танцевальных клубов. В итоге обе пары принесли в копилку 3 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую медали. Мы занимаемся уже 10 лет, и на протяжении 10 лет почти каждый год у нас не по одному соревнованию, а прям по много начинается. Начиная от чемпионатов России, заканчивая где-то региональными турнирами в Якутске. Ну, когда маленький, ты не полностью еще осознаешь, что еще соревнования такие крупные, а уже когда вот такие вот большие, как мы уже осознаем. Другая пара, представляющая Мирный, Сергей Спау и Даша Башарина, выступающие в младшей юниорской категории, трижды удостоились серебра и добыли для команды 1 бронзу. Но самой результативной парой на столичных соревнованиях признан 12-летний танцевальный дуэт Мидера Шуашбаева и Полины Сапожниковой. 13 раз ребята поднимались на высшую ступень пьедестала. Ну, сильные были пары, но мы все равно обошли некоторые, постарались на 100%. Да, мы старались изо всех сил, старались, чтобы понравилось Татьяне Дмитриевне, самое главное. Конечно, после каждой такой поездки ребята приезжают уставшими. Многочасовые изнурительные туры – это прежде всего проверка на выносливость и приобретение огромного соревновательного опыта. Хочется надеяться, что удаленность нашего региона не помешает этим девчонкам и мальчишкам достичь своей цели, и поездки на турниры станут еще чаще. Руководство детско-юношеской спортивной школы и комитет по физической культуре района поможет свершиться детским мечтам.